В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Прожиточный минимум в Якутии вырос. С мусором в частном секторе станет проще. Муниципалитеты должны оборудовать площадки для контейнеров там, где их не было. Толще снега и льда на крышах. Коммунальщики просят быть бдительнее жителей Алдана. Жажда приключений под таким названием в Нерюнгри прошел фестиваль любительских фильмов. В Мирном завершился чемпионат республики по мини-футболу. За звание сильнейшей сборной боролись 6 команд. В регионе вырос прожиточный минимум. В среднем по Якутии он составил 16 667 рублей, что на 1,2% больше, чем в предыдущие 3 месяца. Об этом сообщили на заседании правительства. Если говорить о стоимости продуктов питания на душу населения по республике, то по сравнению с третьим кварталом 2018 года она увеличилась на 1,9% и достигла 7437 рублей. Наибольшая цена за продуктовый набор зарегистрирована в поселке Зырянка. Это 10 879 рублей. Наименьшая, как и прежде, в городе Нерюнгри 6475 рублей. В городе Якутске цены на продукты повысились на 2,6%. Помимо этого, сегодня на заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития республики за прошлый год и определены основные задачи на текущий. Отметим, что в ушедшем году впервые валовый региональный продукт в регионе превысил 1 триллион рублей, в связи с чем Якутия укрепила позицию лидера среди регионов Дальневосточного федерального округа по экономическому росту. Вместе с тем отмечены сокращения производства в пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Так, обработка древесины в прошлом году сократилась на 38%. Именно на эти аспекты было обращено сегодня серьезное внимание и внесен ряд предложений для улучшения ситуации. В частности, премьер правительства Владимир Солодов отметил, что нужно приложить все усилия, чтобы национальные проекты стали драйвером развития для перерабатывающей промышленности. В частности, такие проекты, как ликвидация аварийного жилья, на который до 2024 года более 61 миллиарда рублей будет направлено, и строительство дорог, на которые будет направлено более 35 миллиардов рублей, чтобы они не просто были сами строительные работы осуществлены или вопросы, связанные с дорожным строительством, но и чтобы они стали драйвером для производства у нас на территории республики соответствующих материалов, соответствующих элементов конструкции. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами должна решить проблему вывоза мусора из частного сектора. Чтобы всерьез заняться вопросом, муниципалитеты уже начали оборудовать специальные площадки. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Бетонная площадка ограждения, несложная конструкция должна решить проблему разбросанного мусора в частном секторе. Некоторые муниципалитеты уже начали устанавливать такие площадки. До начала мусорной реформы коммунальные отходы могли копиться годами. Сейчас муниципалитеты уже обязаны приводить жилые территории в надлежащий вид. Муниципальное образование должно подготовить, как вы сказали, реестр, обустроить это места накопления, да? Второе, это, например, бетонное основание, а ограждение, это все правилами регламентировано, а в дальнейшем региональный оператор должен уже с данной санитарной точки осуществить транспортировку и вывоз на полигон. Ранее вывоз мусора из частного сектора был головной болью лишь жильцов. Теперь даже в районах местные власти активно занимаются оборудованием санитарных точек. Мы с 1 января уже работу начали. До этого построили вот такие ящики, 44 штук по всей в частном секторе. В Якутске работы тоже ведутся. Региональным оператором совместно с муниципалитетом уже установлены 22 контейнерные площадки. А что касается центральных районов, то лучше всего обстоят дела в Намском. Здесь уже все подготовлено. Организуем, вывоз отходов по графику из частного сектора, помимо того, что будут вот эти новые точки санитарные расширяться. Еще раз повторяю, что это будет, конечно, все делаться в полном согласии с муниципалитетом.
С установкой подобных контейнерных площадок груды мусора в жилых дворах должны остаться в прошлом. По крайней мере, у региональных операторов не будет перебоев с вывозом отходов. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск, Верхневилюйск. Хозяйственные службы Якутска наконец-то решили плотно взяться за вывоз снега из города. До конца апреля им предстоит вывести порядка 150 тысяч кубов снега. Однако дорожники теперь кивают на водителей, мол, последние мешают работе техники даже в ночное время. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. 2500 кубометров снега в сутки, а в месяц порядка 43 тысяч. Столичная дорожная служба работает в 2 смены. До конца апреля им надо расчистить все улицы столицы, площади и тротуары. Сейчас работаем на улицах Лермонтова, Пояркова, Богатырева, Тимирязева. Вышло около 60 единиц техники разной. И с нашего участка около 50 человек рабочих. Для них наступление весны – это время напряженной работы. Поток машин увеличивается с каждым годом. И даже в темное время суток автомобили продолжают невольно мешать работе дорожных служб. Интенсивное движение с каждым годом все много и много. И из-за этого очень много времени тратится. Еще одна проблема – это перенос снежного полигона с Вилюйского переулка на улицу 50 лет Советской армии. Сталкиваемся с такими, что у нас полигон снега стал дальше, чем раньше был. И поэтому время на разгрузку у нас уходит больше. То есть сейчас плечо стало больше времени затрачивается на вывоз снега. В будние дни, в час пики это очень сложно. Порядка где-то около 10 километров у нас в среднем увеличилось. Да, это среднее, там будут километров 6-7. Там среднее берется со всех улиц. Как отмечает главный инженер Якутдорстроя, город растет, и вместе с ним увеличиваются и объемы работ. Объемы работ у нас растут с каждым годом. И все больше и больше появляется потребность в приобретении новой техники. Это самосвалов, КАМАЗов-самосвалов, также погрузочной техники, в чем город в скором времени будет нуждаться. Допустим, этой осенью нам приобрели 5 единиц КО-806-1, то есть поливомоечных машин. Также приобрели 2 скандии для очистки города при бордюрной части от смета и осевой. Также была приобретена установка пневмонабрызга, рециклер и битумный заливщик швов. Сейчас дорожники выполняют зимние виды работ. Они завершатся лишь в конце апреля. Буквально уже со следующей недели начнутся работы по выморозке лотков. Сейчас ведутся работы по уборке снега с улиц. С потеплением начнем пропарочные работы. Пропарочная работа – это очистка водотворных лотков. Дорожные службы города просят всех автомобилистов быть предельно доброжелательными и не препятствовать коммунальным службам выполнять свою работу. Ведь от качества их работы сегодня зависит то, насколько чистым будет город уже через пару месяцев. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В среднем в Якутии ежедневно регистрируют по 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А по данным республиканского онкодиспансера, в Якутии зарегистрировано более 2000 наркоманов. Зависимость берет верх над людьми, но и от нее можно избавиться. В этом уверены специалисты реабилитационного центра, где возвращают таких людей к нормальной жизни. Подробности в сюжете Юрия Осипова. Александр решил остановиться, оказавшись на самом краю. Он понял, что ему нужна помощь, и обратился к специалистам. 3 года назад, ощутил, что я никому не нужен. Разрушены были все отношения. Не было ни работы, буквально ничего. Семья отказалась. И тогда, когда, наверное, уже и мама на меня крест поставила, грубо говоря. Сегодня в Центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости проходит 34 человека. Туда принимают и мужчин, и женщин в возрасте до 60 лет. Они у нас проходят обследование в нашем наркологическом диспансере и уже по решению врачебной комиссии направляются к нам. Уже мотивированы, с потенциалом, реабилитационным потенциалом. Конечно, есть такие нежелающие. Что делать? Как-то бывает даже по судебным решениям. За плечами каждого пациента своя история, обстоятельства, которые подтолкнули их на скользкую дорожку, и решение, которое вытащило их из этой пучины. Я начал в 7 лет, сразу всерьез, с тех пор я курю,
не переставая. Да, вырос я в семье, где употребляли регулярно алкоголь. То есть мы каждые выходные наблюдали, как наши родители выпивают, встречаются, дерутся. Ну, все такое прочее. Мой отец приходил пьяный домой, гонялся за мной, за матерью, за сестренкой с топором. С пациентами работают профессиональные психологи. Они помогают с помощью 12-ступенчатой программы. Первый шаг, получается, по программе, да, у нас это получается как что осознание своей болезни. И самый сложный шаг получается этот. Второй шаг – это, ну, как вера, да, основная вот у человека должна быть. Когда человек злоупотребляет, там вообще перестает во что-то верить. Сейчас Александр работает в реабилитационном центре. Он прошел специализированные курсы и теперь помогает тем, кто только встал на путь исправления. Александр уверен, что тот, кто прошел через это, способен помочь намного больше. Жизнь уже пошла по второму кругу. Дочка тоже радует. Я дважды дедушка. Помимо этого сам женился и сейчас в марте месяце тоже ожидаю ребенка. И как получается, Бог дал, что второй раз начинаю жить. Вот именно с приходом, проходя вот эту вот всю программу, с этими изменениями, вот такое вот у меня. Но это еще не конец, там развитие дальше будет идти. Решение принимать алкоголь или наркотики, как и решение сойти с этого пути, каждый человек принимает сам. Специалисты только помогают преодолеть этот рубеж. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. «Жажда приключений» под таким названием в Нерюнгри прошел фестиваль любительских фильмов. Композиторы Европы и России провели мастер-классы в Высшей школе музыки Якутии. В Мирном завершился чемпионат республики по мини-футболу. За звание сильнейшей сборной боролись 6 команд. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Якутская фабрика грез глазами москвичей. В столице страны прошла презентация художественного фильма «Интересная жизнь». Главный герой ленты – московский актер, который отчаянно хочет сняться в якутском кино и ради такой цели отправляется в Якутск с билетом в один конец. Какой увидели нашу республику российские кинематографисты и что больше всего поразило режиссера во время съемок? Подробности в репортаже Максима Кардозу. Это Москва. А это Якутия. И в Якутии ты будешь кинозвездой. Я не знаю, может быть. Стать звездой якутского кино – это главная цель актера-неудачника Алексея из Москвы. По сюжету картины «Интересная жизнь» он прилетает в Якутск, чтобы сняться в фильме у местного режиссера. Думает, что будем его в кино снимать. Правда, съемки отменяются, и теперь гастролеру нужно как-то заработать на обратный билет. Алексей ходит на кастинги в театры, пытается самостоятельно пробиться в кино и даже подрабатывает конферансье. Вот это такой герой в поисках не знаю чего. Ну, какой-то лучшей доли, судьбы, себя, конечно же, прежде всего. Куда-то на край света, чтобы... А вдруг там получится, а вдруг там будет. Ну, простая зацепка, да. Ну, получается такой роуд-муви. Это о том, что дело не в пространстве перемещения, да, вот, ну, путешествие. Это путешествие внутрь себя оказалось. Эта картина – первый полный метр для режиссера Анны Яновской. Идея сделать фильм про то, что в Якутске активно снимают кино, а местные картины соревнуются на равных с голливудскими блокбастерами, к ней пришла еще 5 лет назад. Работа над фильмом длилась 2 года, и самые яркие впечатления у съемочной группы остались от якутских морозов. 4 часа при температуре минус 45 в зимнем лесу с оленями было мною пройдено 3 раза, неоднократно. Вот, ну, я узнала, что есть там носки на батарейках, там свитера на батарейках. Вот. И, в общем-то, я скажу, что меня этот холод, он меня как-то мобилизовал даже и вдохновил. Я такого никогда не видела. В картине много знакомых якутских лиц. Это знаменитые режиссеры, актеры, артисты эстрады. А еще на экране зрители видят невероятные пейзажи, которые завораживают. Фильм очень понравился. Было очень приятно получить колоссальное удовольствие от просмотра, да, вдали от своей родины. Очень приятно посещать такие мероприятия. Вот. Были очень смешные моменты. На якутском языке. Очень много фишек, очень много интересного. Я не знаю якутского менталитета, но мне кажется, что людям, которые будут смотреть в Якутии, они поймут больше, чем мы. В целом, что могу сказать о фильме?
Ну, очень интересно показана точка зрения именно кинобума. Спорно, надо смотреть. Фильм «Интересная жизнь» уже успел собрать немало призов на российских и международных кинофестивалях. Но создатели картины говорят, что главную оценку они хотят услышать от якутского зрителя. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, для Якутии 24. Первый патриотический форум молодежи Нерюнгринского района прошел в столице Южной Якутии. В рамках форума состоялся фестиваль любительских фильмов «Туризм, спорт, экстрим». На первом фестивале «Жажда приключений» побывал наш коллега Сергей Козюра. Организаторы форума разбили действия на 3 площадки. Это дискуссионная, на которой патриотические клубы рассказывали о себе. Выставочная, где любой желающий мог примерить на себя костюм средневекового рыцаря и подержать макет автомата Калашникова. Мы преследовали цель в первую очередь познакомиться и рассказать о своих проблемах. В принципе, у нас сегодня у нас все прошло очень хорошо. И сейчас идет презентация такой новой игры нашей «Стратегия победы», которая задумана нашими добровольцами. Кульминацией форума стал первый фестиваль любительских фильмов «Жажда приключений». 8 авторов представили на суд зрителей и жюри 12 своих работ. Около 2 часов шел показ, и за это время гости фестиваля успели побывать в Абхазии, познакомиться с подводным миром Красного моря и взойти на вершину пика Ленина. Я рад, что у нас наконец-то есть показатели наших туристов, рассказывают о городе, рассказывают о тех местах, где они побывали. Это очень даже приятно было посмотреть, узнать. Все без исключения, и гости, и участники фестиваля, так и организаторы сошлись во мнении, что подобный праздник авторского кино нужно сделать ежегодно. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы этот фестиваль стал ежегодным, вышел уже на городской уровень, потому что хотелось бы, чтобы Южная Якутия заявляла о себе интересными, позитивными мероприятиями. Организаторами данного мероприятия выступили местное отделение Русского географического общества, Технический институт филиала СВФУ, ДОСААФ России при поддержке городской администрации. Сергей Козюра, Нерюнгри. Композиторы Европы и России провели мастер-классы в Высшей школе музыки Якутии. Сегодня завершился 3-й дальневосточный форум-семинар международных творческих мастерских. В течение 4 дней молодые композиторы знакомились с музыкой и культурой разных стран. А финальным аккордом стал концерт симфонического оркестра ВШЭ. На нем побывала и наша съемочная группа. Последние аккорды для настройки инструментов, взмах дирижерской палочки, и зал наполняется осторожными тихими звуками струнных. Автор – молодой московский композитор Евгений Шкультин. Он признается, не любит давать названия своим произведениям. Так он не ставит слушателя в рамки. Форум-семинар для композитора стал вдохновением, возможность творить вместе с оркестром. По сути, это тот же самый формат цеха, где мы имеем работу, мы видим живых композиторов за их работой и можем послушать симфонический оркестр практически сразу во время написания нашего произведения. Всего за 2 дня симфонический оркестр Высшей школы музыки смог подготовить программу из 3 произведений приглашенных композиторов. Так получилось, что композиция мастера из Молдавии Снежаны Пысларь здесь зазвучала впервые, спустя несколько лет после написания. Наверное, это было символично, говорит сам автор. Но я верю в то, что у музыкальных произведений, как у людей, есть своя судьба. И когда мне сказали буквально за несколько дней до вылета, что меня приглашают на этот фестиваль, я не колебалась в том, что я согласилась приехать. Премьера прошла в исполнении трио студентов школы. Волновались, признаются девушки. Большая ответственность, другая культура, другой язык. Во-первых, произведение на молдавском языке, который мы, конечно, у нас были трудности, но, опять же, как я сказала, композитор очень доходчиво нам все объяснила, и мы, так скажем, вжились в это произношение и постарались как бы максимально его передать. Якутии нужен композиторский центр, нужны институты композиторского мастерства. Без этого проблема оттока кадров будет продолжаться. Об этом сказал президент Международной ассоциации музыкантов и исполнителей, руководитель проекта Ярослав Судзиловский. Есть сейчас потенциально несколько очень интересных молодых людей. Самое главное, чтобы была создана ему вот именно открытая кафедра композиции, о которой мы говорили, чтобы больше не было оттока кадров.
потому что все уезжают за дипломом. Они не могут получить диплом высшего образования именно по профессии, по нашей, по композиторской. Понимаете, в чем дело? Форум призван помочь решить эту проблему, дать возможность развиваться молодым якутским композиторам и в то же время открыть для всего остального мира Республику Саха. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Чемпионат республики по мини-футболу завершился в алмазной столице. За звание сильнейшей сборной боролись 6 команд. Все подробности в материале Марфирины Алексеевой. 4 дня сильнейшие команды Якутии по мини-футболу вели ярые футбольные баталии. В последний раз город Мирный проводил такой чемпионат 15 лет назад. Судьи и опытные игроки отмечают, что такой конкуренции между командами давно не наблюдалось. Я много лет играл сам, когда-то в многих турнирах побывал, но вот такой конкуренции, как в этом году, такого не было. Все результаты, 1-2 мяча разница, очень большое количество ничей, команды все равные. Уровень команд все подготовленные. Много есть команды Мирного, профессионалы здесь играют. Наравне с ними, опять же, равняются другие команды. Однако все могло быть иначе. В этом чемпионате не приняли участие 2 сильнейшие команды Якутии. Это прошлогодние победители первой лиги, команда города Якутска и сборная Ниренгринского района. Таким образом, эти 2 команды отпускаются во вторую лигу и смогут заявиться на чемпионат только в следующем году. Мы же в Якутск ездим. Почему приезжает Мегина Кангалакс, а почему Якутск не приехал? Это их не проблема. Я думаю, что раз не приехали, ну, значит, решили, может, они подумали, что они не вылетят с первой лиги. А есть регламент. Это спортивный принцип. Если вы не приехали, ну, значит, будьте добры, играйте во второй лиге. Это то есть они в этом году не сыграли, еще в следующем году не сыграют в первой лиге. Итого всего 6 команд. Это хозяева, обладатели 2-го места Мирнинская сборная, бронзовые призеры команда Ленского района, Алекминского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, а также победители республиканского чемпионата первой лиги этого года сборная Алданского района. В республике это один из самых массовых видов спорта. Это благодаря 2 командам, которые профессиональным командам. Это Алмаз Орлроса, Мирнинская команда и Заря город Якутск. Спортивный город, мы все знаем. Вот благодаря команде Алмаз здесь проводятся и проводились разные, даже международные соревнования. Поэтому организация вообще на высшем уровне. Мы на это и надеялись, когда предложили проведение данного чемпионата в Мирнинском районе. Высокий уровень организации чемпионата стал толчком для обсуждения о проведении еще одного республиканского соревнования по национальным видам спорта именно в Мирном. Ну а чемпионат первой лиги по мини-футболу в следующем году, возможно, пройдет в Ленске. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест новостей Алданского района, с которым вас ознакомит моя коллега Татьяна Бахнина. Прощаюсь, оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24. Удачи вам! Здравствуйте! В последнее воскресенье февраля в Якутии отмечается Национальный день здоровья. В Алданском районе он дал старт неделе здоровья. Приехавшие из Якутска онколог, гериатр и невролог проведут приемы в городах и поселках. В школах будут работать волонтеры, студенты Северо-Восточного федерального университета. В рамках недели здоровья состоится ряд конференций по актуальным вопросам медицины и здравоохранения. Программа тотальной оптимизации производства в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» в прошлом году принесла экономию средств в размере 750 миллионов рублей. Снижению затрат и повышению эффективности производства способствуют рационализаторские предложения, которые вносят работники всех подразделений компании. За прошлый год сотрудниками предприятия подано более 1500 предложений. Из них реализовано и внедрено в производство более половины. За последние 5 лет очень много изменилось. Стало намного лучше. Это система 5S у нас тут процветает и все такое. Постоянно стремимся к улучшениям рабочих мест. В Алданском политехникуме усовершенствована лаборатория химического анализа. Оборудование было приобретено в рамках программы комплексной модернизации. Оснащение предназначено для проведения множества анализов. Сейчас высокоточные исследования на новейших аппаратах учатся проводить будущие экологи. В следующем учебном году лаборатория будет переориентирована. Практическое обучение здесь смогут проходить специалисты более широкого профиля. И это новое направление будет называться «Лаборант по контролю качества
производства сырья, промежуточной продукции, реактивов, готовой продукции и производственных отходов. Сотрудники коммунальных и дорожных служб призывают граждан к осторожности. Приходит весна, неся с собой оттепели, снегопады и гололед. На магистралях и трассах риск возникновения аварийных ситуаций увеличивается многократно. Опасность нависает над головами толщами снега и глыбами льда. Околонулевые температуры способствуют оседанию и утяжелению снега. Повсеместно наблюдаются сходы. Не стоит парковать автомобили вблизи крыш. Весной счет разбитым и покореженным машинам идет на десятки. На чистке крыш работают 4 бригады. После сброса снега с крыши администрация выделяет погрузчик, чистим дворы. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.